В эфире «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Актуальным вопросам закупок региона была посвящена межрегиональная конференция «Закупки Якутии-2022». Основные инновации и актуальные вопросы их применения, которая состоялась в Якутске 26 августа. Участники конференции обсудили проблемы, связанные с закупками, и обменялись опытом. Все о закупках и как санкции отразились на контрактной системе в целом, расскажет гостья студии Анастасия Иванова, руководитель отдела по регулированию контрактной системы Министерства финансов Республики Саха-Якутия. Анастасия Владиславовна, здравствуйте. Здравствуйте. В самом начале хотелось бы спросить, какова роль Министерства финансов Республики в сфере закупок региона? После окончательного внедрения закона о контрактной системе 44 ФЗ с 2018 года поменялся курс. Регулятором стал Минфин России. Ранее регулятором был Минэкономразвития Российской Федерации. Была принята концепция по эффективному расходованию бюджетных средств. И, соответственно, такие же изменения произошли и в республике. Функции по нормативно-правовому регулированию, по методологическому сопровождению, мониторингу закупок, а также госполитики были переданы Минфину Республики Саха-Якутия. И, соответственно, многие пришли к пониманию, что закупки являются одним из инструментов эффективного расходования бюджетных средств. А с какими трудностями сталкиваются все, кто имеет отношение к закупкам, и какие основные проблемы необходимо решить в этой сфере? Самое большое, на мой взгляд, трудность, с которым сталкиваются специалисты, занятые в данной сфере, является то, что законодательство постоянно меняется. То есть было принято около 90 законов, вносящих изменения в 44-й закон после принятия самого закона. Да? Только в этом году было принято 7 федеральных законов, вносящих изменения. То есть специалисту постоянно он должен быть профессионалом своего дела, быть в курсе всех изменений, потому что изменения не только на уровне федерального закона, но и нормативно-правовых актов, которые относятся к сфере закупок тоже. Кроме того, специалисту надо быть немножко экономистом, бухгалтером, финансистом, потому что у нас сфера такая, что необходимо вносить и первичные учетные документы, то есть быть немножко специалистами и там, и там, и там. То есть это очень сложно. Не каждый может справиться с данной нагрузкой. Кроме того, существует очень много информационных систем, и специалист должен обладать такими качествами, цифровыми навыками. И как-то вот эти самые большие трудности. Но, несмотря на это, у нас государственное автономное учреждение дополнительного профессионального обучения в ШИМ Республики Саха-Якутия ведется обучение специалистов в сфере закупок в Республике Саха-Якутия. Таким образом, вот эта проблема, она решается, но тем не менее принцип профессионализма – это один из принципов 44-го федерального закона. Он должен быть самостоятельно специалистом, постоянно повышаться. А насколько оперативно реагируют законодатели на изменяющиеся экономические условия? Ведь закуп и завоз всего необходимого в регион происходит в условиях санкций. Да, как я уже озвучила, постоянно вносятся изменения, то есть регулярно. Только за последние 2 года было внесено более 20 изменений в федеральный закон 44. Кроме того, в марте текущего года в условиях санкций был введен федеральный закон 46, в котором впервые за всю историю действия закона контрактной системы субъектам дали право утверждать свои порядки и заключать контракты у единственного поставщика, подрядчика и исполнителя без проведения конкурентных процедур. Данный порядок у нас был утвержден постановлением правительства Республики Саха-Якутия 148-м. Но с изменением политической ситуации меняется контрактная система в целом. Какие появляются новые пути решения данных проблем?
новые пути идет посредством сокращения. То есть оптимизационный пакет, который был внесен, да, он сократил намного все способы. Осталось 3 конкурентных способа. То есть это намного проще воспринимается не только специалистами, но и поставщиками. Кроме того, были внесены изменения, позволяющие именно в различных сферах, как, например, строительство, здравоохранение, вносить существенные изменения в контракты, потому что в условиях нестабильной политической ситуации, в условиях давления санкций, все-таки такая необходимость существует. А какая работа по информированию методики проведения торгов проводится с муниципальными образованиями? Вот как вы уже озвучили, 25 августа у нас Министерство финансов Республики Саха-Якутия совместно с казенным учреждением «Центр закупок» провели 4-ю межрегиональную конференцию закупки 2022, в котором присутствовало свыше 250 специалистов, занятых в сфере закупок, как по 44, так и по 223 федеральному закону, в котором присутствовали как раз муниципальные образования, которые могли ознакомиться и обменяться опытом по насущным вопросам. Кроме того, вот недавно наш коллектив съездил с обучающими семинарами в Амгу. То есть, ранее, вот за последние 2 года у нас как бы все семинары, вебинары, они проходили в режиме ВКС, то в этом году мы уже смогли и организовать конференцию, у нас его 2 года не было, да, и выездные конференции сделать. То есть у нас практика проведения выездных конференций, она всегда была. ВКС мы постоянно проводим. Кроме того, на постоянной основе мы направляем информационные письма, обзоры, в которых отражаются основные изменения федерального закона, по телефону. То есть у нас очень тесно и хорошо налажен контакт с муниципальными образованиями. А вот, кстати, муниципальные образования могут ли сами выйти как-то на вас, подать заявку, чтобы к ним приехали ваши специалисты, провели какие-то семинары, тренинги? Может быть, это отдаленные районы, какие-то арктические? С арктическими у нас чаще всего бывают именно вебинары в режиме ВКС. Вы можете обратиться, у нас есть телефонный справочник, можете выйти на отдел регулирования по контрактной системе Министерства финансов, можете обратиться, мы всегда на связи, готовы услышать наших коллег. А как в контрактную систему вовлечен малый и средний бизнес? Малый и средний бизнес у нас является участниками закупок. Само понятие «субъект малого предпринимательства» отражен в самом 44-м федеральном законе, где указано, что заказчики обязаны предоставлять преференции, то есть размещать закупки исключительно у субъектов малого предпринимательства в размере в этом году уже не менее 25% от совокупного годового объема закупок у данных лиц. А субъекты среднего предпринимательства отражены в федеральном законе 223 по закупкам отдельных видов юридических лиц. То есть там есть тоже свои преференции. Также в республике реализуется распоряжение правительства о мерах реализации федерального закона 44 ФЗ, в котором у нас указаны основные направления, в какую сторону надо двигаться для развития не только контрактной системы, но и экономики в целом, где указано, что данный процент, он намного выше. То есть если в федеральном 25, то у нас не менее 50% от совокупного годового объема закупок. Кроме того, там указано, что должны формироваться лоты отдельно по каждому району. То есть так намного участникам легче. То есть такие обращения были, и мы в свое время очень хорошо отрабатывали с торгово-промышленной палатой данные вопросы, которые все включены в данное распоряжение. Но представители малого и среднего бизнеса также могут к вам обратиться всегда за какой-то, например, помощью или консультацией? Да, мы постоянно проводим отдельно семинары и вебинары для субъектов малого и среднего предпринимательства.
То есть мы оповещаем, нам помогает Министерство предпринимательства, Министерство сельского хозяйства. То есть мы как бы стараемся сделать охват выше. Ну и, соответственно, на данной конференции, которая прошла 25-го, тоже были участники закупок, присутствовали на данном. А как контрактная система помогает экономить бюджетные средства? После проведения конкурентных процедур зачастую возникает экономия. То есть экономия по закупкам – это начальная максимальная цена минус цена контракта. У нас в республике действует постановление правительства номер 156, в котором указано, что Министерство финансов ежемесячно фиксирует данную экономию, и она должна быть заказчиками направлена на пополнение дефицита государственного бюджета. Также она может быть направлена на арктические программы, либо на борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Анастасия Владиславовна, а ведется ли какой-то мониторинг по контрактам и закупкам? И какие вы делаете выводы по итогам вот этого самого мониторинга? Да, Министерство финансов осуществляет мониторинг закупок, и ежеквартально данный отчет предоставляется главе и правительству. Вот немного цифр я вам озвучу, что за первое полугодие текущего года было размещено более 10 тысяч конкурентных процедур через наше уполномоченное учреждение на сумму более чем 38,8 миллиардов рублей. И условная экономия, кстати, составила более чем 1,3 миллиарда рублей за вот указанный период. А как вы взаимодействуете с федеральными структурами? С федеральными структурами, вот повторяюсь, 25 августа у нас прошла конференция, на котором как раз были представители федеральных органов власти, как Минфин России, Минпромторг. У нас сейчас активно реализуется национальный режим, который указан в статье 14 федерального закона. Также Федеральная антимонопольная служба. Мы с ними ведем работу и не только вносим свои предложения. Если есть у нас какие-то предложения в части развития единой информационной системы в сфере закупок, это единый ресурс, на котором отражаются все закупки Российской Федерации, то данные направления у нас, в данном направлении мы тоже направляем свои предложения, они рассматриваются и, к нашему счастью, они как реализовываются. Давайте еще немножечко поговорим про конференцию, которая прошла. Вы уже упомянули, какие регионы участвовали в данной конференции. Можно об этом поподробнее рассказать и рассказать, похожи ли у нас наш регион с их проблемой. Проблемы у всех заказчиков одни и те же. Да? Как я уже озвучила, это нестабильное законодательство, на данный момент нестабильная ситуация в условиях санкций. Проблемы одни и те же, применение контрольными органами, трактование ими федерального закона. То есть данная проблема уже существует достаточно давно. Тем не менее, как уже было озвучено Федеральной антимонопольной службой и Управлением Федеральной антимонопольной службы, они стараются сейчас смотреть на практику центрального аппарата. Так, с коллегами мы обсуждали, все-таки система, она чуть-чуть разная, но тем не менее проблемы одни и те же. Анастасия Владиславовна, спасибо вам большое, что пришли, ответили на все наши вопросы. Я вас благодарю. Спасибо. Спасибо. Ну, я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.